Сегодня культура снова становится частью повседневной жизни кыргызстанцев. Если раньше поход в театр или музей воспринимались как что-то редкое, то сейчас это часть привычного досуга и одна из причин изменения в самой культурной сфере. Сегодня в культурной сфере происходят заметные изменения. В Кыргызстане растет интерес к культуре, и она все увереннее становится частью повседневной жизни общества. Театры набирают полные залы, концертные площадки и музеи также активно развиваются, а отечественное кино все больше вовлекает зрителя. В этом году киностудия «Кыргызфильм» отмечает свое 85-летие. В связи с этим проводятся некоторые ремонтные работы и создаются мини-павильоны. Кроме того, на сегодняшний день киностудия активно работает и ей выделяются значительные средства со стороны государства для создания новых фильмов. 85-летие – это очень значимая дата не только для киношников, и для всей страны в том числе. За последние 3 года из государственного бюджета выделяются значительные средства на поддержку данной отрасли, в том числе на производство фильмов. Эти фильмы – это короткометражные документальные фильмы, короткометражные игровые, полнометражные фильмы, в том числе и полнометражные художественные исторические фильмы. Студия работает и с молодыми авторами, создавая возможности для начинающих режиссеров реализовывать первые проекты и продвигать их на базе киностудии при финансовой поддержке государства. Также в настоящий момент продолжается конкурс сценариев, который был объявлен 24 февраля и продлится до 17 июля текущего года. В последнее время мы активно поддерживаем дебютантов. То есть дебютант – это кто? Это, естественно, выпускники вузов, начинающие кинематографисты. Со стороны киностудии «Кыргызфильм» они получают полное финансирование проекта, готовый фильм, профессиональную среду, доступ ко всем техническо-производственным базам, в том числе и самое главное, немаловажное, это продвижение их фильмов на международные и национальные кинофестивали. Одним из тех, кто воспользовался возможностями для дебютантов, стал молодой режиссер Жандос Жолдошев. Работал как оператор, работал с другими режиссерами, сам снимал рекламу, сам снимал документальные фильмы. Был как режиссер, там работал, но вот на государственном уровне никогда не дебютировал, потому что я слышал, что многие режиссеры получают гранты, субсидии от государства, каждый год, например, на дебютирование режиссеров, молодых режиссеров. Для дебютных работ в государство выделяет несколько позиций. И я захотел тоже в 2022 году, я подал свой сценарий короткометражного фильма. И сразу же меня вызвали в худсовет, мы обсудили сценарий, еще раз поработали. Потом был еще один совет, финансовый совет. В наше время поход в театр для многих становится привычкой. Посещаемость театров растет, билеты раскупают заранее, а в зале все чаще можно увидеть школьников и студентов. Директор Кыргызского национального драматического театра отмечает, что со стороны государства создаются все условия для театров и недавно были выделены большие средства на обновление технического оснащения. Также он отметил, что в этом году театр отмечает свое столетие и готовит масштабное мероприятие совместно с Министерством культуры. Biz ошол спектакль чыгарсак, биз кайрылсак, мына каражатыңар чыгаргыла. Бүт баары көрүүчүлөр үчүн, бүт баары эл үчүн. Анан ошол чыгармабызды биякта Бишкекте эле жата бербей, мисалы Нарынга көргөзүп келсек, Көлгө, Ошко көргөзүп келсек, ошол жактарда биздин көрөрмандарыбыз бар, көрөрмандарыбыз бар. Мына 25-жылдын аягында, декабрь айында бизге да чоң каражат бөлүндү. Бул бүгүнкү күнгө заманбап ылайыктуу жарык берүү аспаптары деп коеюнчу, прожектора. Ошолорду алгыла, жаңырткыла, замандан артта калбагыла деп. Үн күчөткүч аппаратуралар жаңырткыла деп чоң суммада акча берип, бир эле Кыргыз драма театрга эмес, опера театрына берилди, бизге берилди, Ош улуттук драма театрына берилди, филармонияга ушундай чоң акчалар берилди, музыкалык мектептерге акчалар бөлүнүп берилип атат. Жаңы аспаптарды алгыла. Бүгүнкү күндөгү дүйнөлүк таланттар колдонгон аспаптардан өйдө. Дүйнөлүк театрларда колдонгон жарык берүү жабдыктарын алгыла деп бизге да ушундай бир өзгөчө жардамдарды берип атат.
Бул биз үчүн ушундай бир өзгөчө дем, өзгөчө күч. Нередко интерес к культуре начинается с интереса к истории. Национальный исторический музей не только показывает экспонаты, но также становится местом для живого диалога, создавая новые формы культурной коммуникации. В прошлом году в октябре провели месяц открытых дверей, и вы не поверите, ежедневно нас посещали от 12 тысяч до 17 тысяч посетителей, что стало таким ярким подтверждением высокого общественного интереса именно нашей истории, нашей страны, музейным экспонатам. Особенно высокий интерес наблюдается во время проведения нашего большого мероприятия «Ночь музеев». Вот в прошлом году в один день посетили 12 тысяч человек. Представители музея выделяют, что в последние годы наблюдается высокий общественный интерес к истории и культурному наследию. Посещаемость растет, а музей становится важной общественной площадкой. Шагаем ногу со временем. Это интерактивные такие экспозиции организовываем, мультимедийные панели. Мы приобрели тематические экскурсии, такая образовательная программа, различные мастер-классы. Вот, например, на днях мы будем проводить совместно с посольством Франции об экспонатах музея Лувра. Буквально вчера мы открыли шикарную такую выставку китайских художников, называется «Лошадь», посвященную году лошади. Вот такие форматы позволяют посетителям стать не просто таким наблюдателем, но и активным участником культурного процесса. Музей реализует новые проекты и выставки, в том числе международного уровня, развивая сотрудничество с другими странами. В прошлом году мы выпустили совместно с Британским музеем по шелковому пути Silk Road. Эта книга была издана в Лондоне. Также мы в Корее издали очень такой альбом «Бесценное наследие кыргызского народа». Например, в прошлом году мы вот в рамках столетия также очень большую выставку открыли. Это Чингиз Айтматов и Лев Толстой. «Разговор через столетие» называется. И была организована эта выставка нашим музеем и музеем имени Толстого Льва Николаевича. Работники культурной сферы подчеркивают, что ожидаемое повышение заработной платы в апреле этого года, предусмотренное указом президента, становится для них важной поддержкой и стимулом для дальнейшего развития. Биз чыдамсыздыкпен ушул апрель айын күтүп атабыз. Чындыгын айтканда ушул талбай иштеп аткан, баардык эч нерсе карай иштеп аткан биздин таланттарыбыздын, артисттерибиздин айлыгы бүгүнкү күндө өтө төмөн. Ошого карабай болбой эле иштеп атышат. Мындан өткөн баягы колдоо, мындан өткөн баягы ушул биз багытка болгон көңүл болобу. Бул бизди бир гана дем берет. Иштеш керек, иштеш керек, иштеш керек. Элдин жан дүйнөсүн байытышыбыз керек. Ошол нерсенин баарын кайра элге тартып алышыбыз керек. Көрүүчүлөрүбүздүн баарын кайра өзүбүзгө алып келгендей кылып, ушул жерде отуруп, элибизди толкутушубуз керек. Сегодня культурная среда меняется не только благодаря поддержке государства, но и за счет инициативы самих специалистов. Работники активно запускают проекты, пробуют новые форматы и стараются внести свой вклад в общее развитие. Именно эта внутренняя работа постепенно задает дальнейшее направление сферы, а вовлеченность общества растет вместе с ней.